Добрый день, уважаемые соотечественники, слушатели, друзья. Сегодняшняя наша тема называется «Отшковтиратели туркменской диктатуры». Спокон веков пресса, кто делает объявления о политике и о каких-то предстоящих процессах, которые намечены правительством. Пресса играла очень огромную роль. Да, пресса это показывает уровень и политики страны, его качество этой политики и его цель. Пресса показывает. Цель политики излагается в ежедневных отчетах, программах прессы. Вот, значит, исходя из этого, я сделал короткий анализ. Значит, отшковтирателям туркменской диктатуры относится первое. Туркменская программа «Ватан Хаварлар Гунналуи». Это туркменское телевидение, центральное телевидение, которое оповещает, значит, ежедневную, значит, деятельность туркменских политиков. Большинство говорится о Бердымухамедова, о его успехах на велосипеде, со штангой, с автоматом, с пикапом, самолетом, вертолетом, с лошадьми, собаками и так далее. Вот на что способна туркменская пресса. На что способна туркменская пресса? Восхвалят чушь. Бердымухамедов что, спортсмен в прошлом? Штангист? Или участвовал на велогонках мира? Нет. Бердымухамедов что, писатель? Нет. Композитор? Нет. Бердымухамедов что какой-нибудь показал какой-нибудь пример и поднял туркменскую экономику, что люди начали работать, в стране нет безработных. Вот это вы хотите сказать? Нет, вы опять гоните чушь, обманываете народ и весь мир. Обманываете. Вы взрослые люди. Вы, наверное, там на улице, когда идете, не замечаете соседей, даже не здороваетесь. Вы поганые люди. Вы врете, вы отшковтиратели. И весь народ без настоящего и будущего. Понимаете, что делаете? Вы молчите, когда разрушают дома граждан. Вы ни один пример не привели, что вот этот человек недоволен разрушением своего дома. Вы ни один пример не привели. И не спрашивали даже у людей, почему ваши дома разрушают. Вы, наоборот, говорили по телевидению, что на 30 лет утвердил программу развития города Ашхабада Бердымухамедов. Поэтому проводятся в Ашхабаде и вокруг вот такие мероприятия, да? Вы вообще домой ходите обратно потом, после работы? Вы дома моете свои руки, кушаете или нет? Вы бессовестны. Это программа «Ватан» и всех остальных, кто готовит программу по Туркменистану. Теперь я перейду ко второму отшковтирателю. Это единственная программа, оповещающая
информационная программа о жизни и деятельности туркменского народа, вроде так должно быть, вот, о политике туркменского народа, проводимой правительством Туркменистана. Только одна программа занимается, одна студия, да, этим. Но тоже мало чем отличается от программы «Ватан». Мало чем. Я хочу сказать, Бердымухамедов, наверное, вас всех купил, блин. Или вы служите напрямую его спецслужбам. Вы не отражаете истинную, происходящую в Туркменистане. Вы долгое время не меняетесь, сидите на месте, отсиживаете друг друга. Кто уродливый, кто угодливый, тот остается, работает, а профессионалы уходят. А вы занимаетесь лжесвидетельством перед всем миром. Находитесь в Европе, так мягко говорите. Сегодня туркменский президент провел встречу с иностранными послами, перенял верительные грамоты типа того. А вы знаете, что у туркменского президента рука в крови? Знаете? Но вы никогда об этом не скажете. Потому что вы продажные. Больше о вас не хочу говорить, терять время на вашу деятельность. Но вас рассудит время. Оно скоро придет. И вы больше не будете ходить. Да, и ходить так свободно, так высокомерно, и шарить по своим карманам, искать те деньги, которые вам платят за ваше поведение. И это скоро закроется. Имейте в виду. Так, третий. Отшкафтратели, которые поют и танцуют под клипы Бердымухамедова. Это тоже особая группа на этих мероприятиях, которые проводит президент, который поет, якобы поет. Приходят эти гости, вроде бы они должны заниматься развитием Туркменистана, помогать развитию Туркменистана, соблюдению прав человека в Туркменистане. Чем вы занимаетесь? Вы приходите и своей задницей крутите перед Бердымухамедовым, танцуете под его клипы и смеетесь, и хлопаете. А народ бесправный сидит в тюрьмах или в селах, безработный, без хлеба. Их родственники находятся за границей, в Турции еще где-то, в Эмиратах. Ищут себе работу, батрачат. Вот ваша заслуга тоже. Это вообще заслуга всей прессы, к чему приводит такому негативному процессу провела это жизнь туркмен. Это вот это все такое влияние оказали. Вы оказали такое влияние. Вот. Теперь перейдем мы к четвертый. Кто, значит, помогает диктатуре, по чьей вине Туркменистан находится в критической ситуации, катастрофической ситуации. Это коррупционеры. Коррупционеры, воры, шайки воровские. Ваше время уже пришло. Многие из вас уже там в тюрьме сидите. Остальные тоже пойдете туда. Вы так гадко поступаете. С одной стороны, вы подкалимы, а с другой стороны, вы воруете деньги, народные деньги.
Вы совершаете двойное преступление. Так, пятый. Придуманные оппозиционеры. Это те, которые готовят программу, чуть ли не восхваляя проведенные там совещания или какие-нибудь там встречи президента или его сына теперь, а президент стал там Хамейни туркменским. Да, вы, который бьете в грудь, я там был, я туда позвоню, те нам помогут. Вот ты вообще козел. Ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, кого я имею в виду. КГБ козел ты. Оттуда ты сотрудник КГБ. Оттуда ты вышел. И вот эта вся группа, которая сидит, сейчас называется Министерство национальной безопасности, они строят себе будущее. Не дай Бог вот этот придет, нас всех порвет, они думают. Они правильно думают. Но я вас рвать не буду, я руку о вас пачкать не буду. Вы знаете, я этими руками создаю музыку, пальцами играю. Я пишу рассказы, романы, стихи о мире и о Туркменистане, и о жизни человека. Я о вас рук пачкать не буду, но вас накажет он наверху. Оттуда придет возмездие к вам. Все, кто проводили незаконные аресты, преследовали граждан, когда им приносили в комитет передачу, вы оттуда брали половину и закусывали водку, как пили и закусывали. Вот все вы будете в ответе. Даже ваша семья вся будет страдать от того, что вы так поступили. У вас нет будущего. Вы лишили будущего нации, думаете? Нет, вы не лишили. Вы лишили себя будущего. У вас нет будущего. И это скоро будет видно. И скоро это произойдет. Да, вот это относится к тем, кто бьет грудь в Европе, что я оппозиционер, я лидер, у меня то, у меня это. Меня поддержат и другие, которые здесь давно сидят в Европе, знают, они тоже разбираются, кто есть кто. Если не поддержит, тоже не надо, кстати. Меня он оттуда поддержит. Дальше пойдем. Именно по вашей вине продлевается жизнь туркменского режима. Вот перечислил я вот эту группу людей. Именно по вашей вине продлевается жизнь туркменского режима. По вашей вине идет воровство туркменской казны на десятки миллиардов долларов ежегодно. По вашей вине туркменские граждане безработные и батрачат за границей. Ни стыда, ни совести у вас. По вашей вине в Туркменистане нарушаются права человека. По вашей вине отвлекается внимание мировой общественности от преступлений туркменской диктатуры. По вашей вине Туркменистан лишается будущего. Именно по вашей вине Бердмухамедов разрушил тысячи домов в районе Ашхабада. Вы ни разу не послушали факты страданий людей. Вы гордо поднимали головы и кривлялись, проходя мимо
разрушенных домов. Вот ваше лицемерие к народу и ваше очковтирательство перед диктатурой. Я коротко изложил. Могу говорить больше и дольше, но не хочу. Не стоит того, чтобы я на вас много уделял внимания. Но я хочу сказать, те, кто меня слушает, они понимают, кого я имею в виду. Да, ваше время заканчивается. И мы придем в Туркменистан, чтобы организовать Народную Республику Туркменистан, которая даст возможность всем гражданам одинаковые права на развитие семьи, на развитие собственного участка или там земли где-то там есть подсобное хозяйство, на развитие образования, на будущее. Все это программа разработана и готова к применению. У вас есть программа каждого. Вы вообще понимаете, что такое Туркменистан и что такое Народная Республика? Почему я так говорю? У вас кишка тонка, и вы не поймете это никогда. Мне вас жаль, даже не жаль. Я вас презираю просто. Вы такую страну, такую чудную страну, чудной природой и таким богатством превратили, мусорную яму превратили. Эта страна сейчас имеет статус нейтралитета. Это жемчужина Центральной Азии, чтобы вы поняли. У этой страны есть история, прошлое. Туркмены еще тысячи лет назад имели свою столицу, город Мерв. Население там 2,5 миллиона было. Из Китая, из Пакистана, из Ирака, из Сирии, из Ирана, со всех концов мира приезжали для торговли. Именно там встречались моры. Оттуда развивалась наука, астрономия, астрология, математика, медицина. Тысячи лет назад, и вы хотите сказать, что мы не имеем истории? Грош вам цена. И вот то, что вот такое мнение, и вот это воровство, это продолжение. И сегодняшнее состояние Туркмении исходило еще с того времени, когда разрушили нашу столицу и приехали сюда беспородные и хотели ограбить Туркменистан, потому что их предки сказали, говорили им, это богатая страна, там что, куда ни кинься, золото. Говорят, по газу мы занимаем там 4-е место. Неправда. По газу, скорее всего, мы занимаем 2-е, но максимум 3-е место в мире. Мы обеспечиваем 1,5-миллиардное население газом. И наша республика с 5 миллионами, 3 миллиона сейчас за границей находится. Безработный, без хлеба. Бердымухамедов, я тебе предлагаю повеситься. Вот с таким показателем тебе ни суд не нужен, Бердымухамедов. Даже разбирать не надо, что ты сделал против туркменского народа. Твои преступления я имею в виду. Ты сам повесься. Уважаемые граждане, друзья, кто слушает меня, я немножко погорячился, конечно. Да, но иначе и невозможно. Иначе невозможно. Это не может беспредел такой продолжаться дальше. Поэтому делайте выводы. Обращаясь к прессе, делайте выводы. Ватан Хаварлар Гумнелюк программа. И эта программа, которая в Европе находится, и все остальные очковтиратели, коррупционеры,
Преступники, подумайте, что я вам говорю. Потом будет поздно. До следующих встреч. До свидания.